Я уже сейчас даже не могу сказать, когда это было, но это было потрясение, потому что мессу Баха, в общем, я знал, конечно, давно, но все время только отдельные части. Кручефикус, предположим, там Инкарнатус, это те, которые, части, которые уводили куда-то в космос. Они поразительные совершенно были по глубине, по теплоте, по возвышенности в то же время. Целиком я ее услышал, по-моему, в Италии это было, и в исполнении как раз Карла Рихтера. У меня был шок, потому что мне казалось, что эта музыка рассказывает там обо всем. О том, что каждый человек обязательно проходит в своей жизни. О его размышлениях, о том, зачем он предназначен для этой жизни. И мне казалось, что она должна проникать в сердцах всех людей, разных сословий, подготовленных к высокой музыке или вообще никогда с ней не сталкивающихся. В ней есть правда, правда чувства, необыкновенная совершенно. И поэтому и вот рассказ-то мне хотелось, конечно, делать именно обо всех живущих на этой земле. Я долго не мог придумать вообще название, что же это такое. Потому что задумано это было как раз вот тогда, когда этот шок у меня был. И, как всегда это бывает с любым художником, вот это потрясение вызывает ответное чувство, какое-то его воплотить. Воплотить, вот, но в данном случае просто в балете это было бессмысленно воплощать его. Потому что здесь такая взаимосвязь всех компонентов музыкального театра. И хор, и оркестр, и балет, и солисты, и певцы. Ну, просто вот это единство как раз то, что меня преследует вообще по жизни все время. Мне все время хочется делать, если большие спектакли, то чтобы участвовали как раз все компоненты. И дирижер, не просто дирижер, а дирижер в центре этого события. Это произведение, объединяющее людей, дарящее им все-таки радость. Мы привыкли, да, в нашем русском искусстве театра потрясать зрителей еще, правда, чувств, которые связаны непосредственно с конкретикой. Конкретные люди, конкретные герои, все. А здесь понимаю, что это совершенно невозможно, потому что если брать просто текст и всю мессу целиком, она гимн, благодарность Всевышнему, который нам даровал счастье прожить эту жизнь. И в любом его, даже самом, как казалось бы, таком мрачном настроении, которое вторгается вдруг в партитуру музыкальную, там все равно чувствуется, там нет этого мрака, там нет этого противоборства, там нет борьбы ни с кем. Хотя могло бы быть, да, предположим, дьявол, там Бог, и нет. Это благодарность. Мои учителя, те, у которых я учился, они меня не учили, но я у них учился. И режиссеры, и среди них тот же самый Франко Дзеффирелли, да и Юрий Николаевич то же самое, Григорович. Это люди, для которых красота была одной из направляющих в их творчестве. Неприземленность. Они романтики. И этот романтизм тоже здесь есть. И поэтому мне очень хотелось, чтобы тоже вот... Вообще не надо бояться почаще нам говорить о том, что как-то стесняются люди, когда скажут, а что, вы вот хотите красивую. И вот, кстати, в этом смысле Дзеффирелли был удивительно точен всегда. Он говорит, да, я люблю красоту. Я хочу, чтобы каждое мое произведение было красивым. Потом я, кстати, когда ставил уже, делал фильм «Фуэте», то, конечно, я решил, что для вот да, ну а что может быть лучше действительно Баха и его мессы? Никто никогда еще не ставил в театре, на сцене. Потому что предназначена она была изначально, конечно, для другого, но переросла это назначение чисто храмовое такое, знаете, религиозное, священнодейство, но оно стало таким крупномасштабным произведением, которое, вот я не знаю, там всегда меня вертелось, это практически это антология вообще всей музыкальной культуры. Но
выполнение этой задачи, оно действительно требует высочайшего совершенно качества. А так как в Казани я опять возобновлял «Анюту», и разговаривая с директором казанским, я сказал, что вот жалко, конечно. Он говорит, а какие у вас еще планы? Там, я говорю, да у меня есть одна такая сумасшедшая идея, утопическая, может быть. Я все время желаю вот поставить семинорное мясо Баха. Да. Ну а что, давайте попробуем это сделать с нашим театром. Когда я пришел на репетиция была в хоровом зале с хором, я послушал, и я увидел эти жаждущие работы глаза людей. Я услышал их, и я понял, да, это можно сделать. Потом кардебалет я уже знал, солисты, там немного солистов. И, короче говоря, получилось только тогда, когда я пришел уже на репетиции и стал сводить первый акт, вдруг меня осенило. Господи, это же спектакль тоже и обо мне. Но если обо мне, значит, о каждом из смотрящих, сидящих в зале людей. И у Баха написано было «Dona nobis pacem» или «Пасом». «Dona nobis pacem». А что в переводе означает «даруй нам мир», я понял, что вот это именно об этом как раз. Это главный стержень. И это опять перекликается с тем, что я все время думаю о предназначении человека. Для любого художника, уверен, самое большое счастье – это работа, когда он в работе. Когда он делает, тогда ему кажется, что он создает нечто совершенно удивительное. Потом все время расстраивается. Поэтому я не могу сказать, что я вот абсолютно, понимаете, так доволен тем, что все это делал, как я замыслил, это как я думал. Увы, опять не получается, да, потому что где-то какие-то шероховатости есть. Но есть, самое главное, есть вот то удовольствие, с которым, кстати, они проводят этот спектакль. Каждый из этих персонажей, а их, например, там около 200 на сцене, это тоже огромные совершенно. Как будет здесь, не знаю. И желаю поэтому всем желаю успеха. А успех для них, для всех будет заключаться только в одном. Если с ними в унисон будет дышать зритель.
apostolica ecclesia. Catholicam et apostolicam ecclesiam et unam sanctam catholicam et apostolicam unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam.
Знаете, пожалуй, это самый драгоценный из подарков, который я получал за свою 75-летнюю жизнь. Я благодарен всем участникам Казанского театра, всей нашей постановочной группе. Это были удивительные люди, замечательные совершенно во всех отношениях. И это были люди, проникнутые одной идеей. Идеей главной – делать добро, добро ближним. И мне подумалось, что этот спектакль сегодня, здесь, на этой сцене, я бы лично хотел посвятить всем удивительным артистам, которые на протяжении 2 веков укрепляли славу Большого театра. И мы посвящаем этот спектакль тем, кто уже ушел в вечность, но благодаря которым и живет до сих пор эта слава, которая называется Большой театр.